В этом году исполняется 100 лет со дня формирования Кавказской туземной конной дивизии. Мы продолжаем рассказывать о героях этой уникальной военной единицы. Гази Магомед Гатагажев – всадник ингушского конного полка. Он ушел на войну обычным всадником и дослужился до старшего урядника. С родственниками героя встретилась Рина Цичаева. Каждый мужчина в идеале должен вырастить сына, посадить дерево и построить дом. Но есть те, кто еще и оставил как завещание великую славу о себе. Для Магомеда Гатагажева всю сознательную жизнь примером для подражания был его дедушка, всадник конной дикой дивизии Гази Магомед Гатагажев. О его награждении Георгиевской медалью. Там сказано, значит, что Гази Магомед смело вел активную разведку и укрепление позиций полка, за что и был награжден медалью, Георгиевской медалью 4-й степени. Кавказская туземная конная дивизия, более известная в истории как Дикая дивизия, была сформирована на основании высочайшего указа от 23 августа 1914 года на территории Северного Кавказа и была укомплектована добровольцами из горцев. Это поистине уникальное воинское подразделение включало в себя 6 полков 400-го состава. Гази Магомед Таркоевич Гатагажев был одним из тех славных всадников ингушей. Уезжая домой, он всегда брал с собой меня, внука. Мне было чуть более 2 лет. Значит, заворачивал бурку, сажал впереди себя на коня и увозил. А когда ночью я начинал проситься к матери, он обязательно привозил меня в Сагопщине. Это говорит о его любви к нам, детям. Уходя на войну, Гази Магомед Гатагажев, в отличие от многих других добровольцев, уже имел личное оружие и коня. Как свидетельствуют архивные данные, за время войны он успел отличиться во многих боевых действиях, а когда вернулся домой, занялся общественной деятельностью. Через некоторое время его назначили председателем сельсовета Ачулуки. Но, как и в жизни любого успешного человека, на пути Гази Магомеда оказались недруги. Благодаря их ложному доносу он был репрессирован и посажен в тюрьму. О дальнейшей судьбе этого человека история умалчивает. Даже родные после долгих поисков не смогли узнать, что происходило дальше. 18 человек моих односельчан, которые показали на театре военного поприща чудеса храбрости. Они у нас в Ингушетии всегда были, присутствовали. Отдать дань памяти участникам конного полка Дикой дивизии сагопшинцы считают своим долгом. Здесь, в местной школе, будет установлен памятник, где будут увековечены имена туземцев. А на мемориале памяти и славы в Насыркоте в благодарность предкам установлен большой конный памятник, который символизирует честь, доблесть и храбрость наших отцов. Славные ингушские всадники совершили героический подвиг, который навсегда останется в летописях народа. Рина Цичаева, Сурхо Кусиев, Новости 24.